В эфире телеканала «Якутия-24» актуальное интервью. Итальянский бегун Паоло Витурини и его российский коллега Дмитрий Волошин в эти дни устанавливают рекорды по забегу в самом холодном месте на планете Ваймиконе. Напомню, что на днях там также прошел первый международный экстремальный марафонский пробег «Полюс холода». В числе участников экстремального забега не только любители бега, но и опытные спортсмены, а также сильнейшие марафонцы республики. Можно ли преодолевать такие короткие, даже короткие дистанции в мороз без рисков для здоровья, и как правильно заниматься спортом на открытом воздухе зимой, мы узнаем у гостя нашей студии. Это главный врач Республиканского центра лечебной физкультуры, также главный внештатный специалист по спортивной медицине по Дальневосточному федеральному округу Минздрава России Кюна Назарова. Кюна Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот действительно, морозы сейчас ударили, не только в Ваймиконе, даже в Якутске сегодня, да, там активные дни объявляют местами. Передвигаться и то страшно. Но вот можно ли бегом заниматься в такую погоду и ходьбой спортивной? Хочу сказать, что организм, он может адаптироваться к температурным, к окружающей среде в больших таких параметрах, и в том числе при низких температурах. Но спортивная медицина говорит о том, что критическая точка минусовой температуры – это минус 20 градусов Цельсия. И в спортивной медицине имеются методики, которые могут разработать для тренировочного процесса именно спортсменов, которые высокого класса. Это именно профессионалов идет речь. А если ты любительским бегом занимаешься, то это, конечно, это уже экстремальные критические условия, которые можно сравнить как с космонавтами и так далее. Да? То есть вот о чем вы говорили, итальянский бегун и бегун из Молдовы, они являются профессиональными марафонцами, они занимаются всю свою жизнь, отдали всю свою жизнь. Ну, вот вы сказали, да, что критически считается минус 20 температура, да. Они бегут в минус 50, да? Понятно, что они готовятся к этому. То есть сколько, с точки зрения медицины, как должна проходить эта подготовка к такому забегу, сколько времени требуется для этого? Для того, чтобы подготовить такого профессионального спортсмена, идет от 10-15 лет. Вообще, да? Но если вот многие любители у нас спрашивают, можно ли заниматься бегом именно в такой мороз, я хочу сказать, просто тут физиология. При таком воздухе вы даже просто прогуливать, уже наступает такая гипоксия, ты не можешь просто дышать, возникают какие-то дыхательные, увеличивается сердечное сокращение, да, то есть человек, когда начинает бегать, через нос, рот попадает холодный воздух, и он не успевает утеплиться, да, и возникает охлаждение верхних дыхательных путей. Это может привести к пневмониям, да, различным патологиям верхних дыхательных путей. И нормальная температура человека 36-37 градусов, да, то есть это обеспечивает именно терморегуляция и термообмен. И нарушается именно терморегуляция организма, то есть может наступить такое критическое переохлаждение организма, что приведет к травмам, да, то есть это уже страдает мышечный и связочный аппарат, ну и приводит к очень тяжелым осложнениям организма. Ну вот, а как начать готовиться к этому? А начать готовиться, это уже надо сначала обследовать свой организм, узнать свой статус здоровья в первую очередь, да, на какие возможности можно рассчитывать. Да, если вы готовитесь к соревнованиям и так далее, это уже другой процесс. Надо найти хорошего тренера и разработать такой тренировочный процесс. Научиться правильно разминаться. И весь процесс нужно начинать в теплое время года. Это не взять прямо критический, такой минусовой, а просто с лета уже начинать готовиться. Постепенно, там осень, доходя до этого минус 20 критика. Но вот немного от спорта, отойдем. У нас, допустим, очень часто на рынках, люди торгуют рыбой, тоже в такие же минусовые отрицательные температуры критические. То есть как на них это тоже сказывается. Конечно, сказывается, да. Но это уже бизнес. Это уже не спорт, поэтому каждый человек выбирает свой путь, свою профессию. Ну вот какие-то, тут уже такой небольшую ремарку сделаем, а как себя максимум обезопасить в такой ситуации? Ну, то есть какая-то одежда специальная? Конечно, тут и второй, конечно, это экипировка, функциональная одежда, которая, слава богу, на рынке сейчас очень такая широко представлена, и она изучена, и есть очень хорошие научные разработки, то есть это одежда альпинистов, космонавтов, бегунов,
таких как марафонцев. Спецодежда утепленная. Конечно, да. И обувь, и шапка, и перчатки, они уже специально разработаны. Конечно, это надо иметь. Ну, вот перед самым первым вопросом, да, я сказал, что даже вот просто вот на улице ходить, это страшно Да. бывает. Но какие-то вот есть рекомендации, как правильно, просто не в плане спорта, а передвигаться именно по городу, то есть пешком там из точки А в точку Б. Ну, это опять же, да, получается, мы живем в таком резко континентальном климате, и мы, как бы наш организм уже адаптирован, да, скажем так, и нужно правильно одеться в первую очередь. И дыхание, да, тут есть два варианта дыхания, и они как бы спорные моменты, потому что тренеры, многие считают, что нужно вдыхать и ртом через рот и через нос, но при этом как бы защищать верхние дыхательные пути, да, то есть одевать там шарфы, еще вот эти бакалавры, да, которые сейчас очень модные. Балаклавы. Да, балаклав, да. Или есть просто там тренер, которые говорят только о том, чтобы вдыхать только через нос и выдыхать через рот, да, то есть и не одевать шарфики, потому что это увлажняется воздух, это ухудшается, да, вот как бы качество кислорода ухудшается, они считают. Ну, как бы нужно выбирать тоже между ними. Ну вот помимо бега, вот какими порекомендовали вы, ну потому что есть люди, да, приверженцы здорового образа жизни, не хотят прерывать там Да. в течение года свое вот это увлечение. Какими видами спорта, ну, относительно безопасно на свежем воздухе можно сейчас заниматься? В данный момент, конечно, я бы не рекомендовала, потому что критическое это все-таки минус 20. Да? Врачи никто не рекомендует ниже минус 20. До минус 20, конечно, это у нас с марта месяца начнется. Это скандинавская ходьба. На ней я хочу остановиться, потому что скандинавская ходьба чем отличается? Тем, что она нету возрастных таких цензов. Любой человек может заниматься и не имея особой физической подготовки. То есть у вас должна быть палка, которая специально подобранная, да, и, в принципе, вот вам дорога, и можете ходить. И хочу сказать, что немецкие медики сделали очень большие исследования, они доказали, да, научно доказали, что в скандинавской ходьбе человек загружается 90% мышечной массы, да, то есть не 70, когда ты обычно ходишь, а 90% задействовано будет. И если человек ходит с палкой, получается, у тебя разгружается позвоночник, коленные суставы, нагрузка на голеностопные. То есть уже люди, которые имеют ревматоидные артриты, да, подагры и так далее, они тоже могут ходить. И возрастные, да, то есть у нас на улице сейчас можно увидеть очень много пожилых людей, которые именно ходят и занимаются вот этим видом физической нагрузки. Ну и, естественно, у нас катание на коньках, хоккей, да, зимний вид спорта, санки, да, и санки у нас в прошлом году у нас был случай, когда вся семья, вот они чуть ли не профессионально, вот они занимаются, они закупили себе за границей хорошие санки, такие очень не олимпийских масштабов, да, но очень хорошие, они прямо 5 человек туда садятся, и, да, и скатываются, это позитив, да, это как бы объединение семьи и так далее, да. Ну и сноубординг, да, сейчас среди молодежи. Горные лыжи. Горные лыжи, да, и они очень популярные сейчас у нас. И слава богу, у нас в Якутске сейчас очень хорошие лыжные трассы делаются и в парке, и в Зеленом Лугу, и возможностей много. То есть, в принципе, ничем лучше не заниматься при минус 20 без специальной подготовки. А так очень много видов на свежем воздухе занятий, да, спортивных, но все остальное лучше сейчас перенести в помещение. Но вот сейчас еще надвигается, очень громко, так страшно звучит, приближается крещение, да, традиционно многие люди хотят окунуться в прорубь вот эту священную, и что порекомендуете, потому что это тоже отрицательные температуры, и, возможно, и вода и холодная в том числе. Ну, праздник Крещения Господня, Богоявления – это один из самых древнейших христианских праздников, и христиане всего мира готовятся к этому празднику, ну, по своему, как сказать, по канонам. Да, ну, если человек не христианин, но хочет окунуться как в Иордань, то это он должен, конечно, тоже подготовиться, хотя бы закалиться, потому что это критически холодная вода,
если человек окунается в холодную такую воду, то получается моментальный спазм периферических сосудов, получается учащение сердечного выброса, да, то есть давление систолическое может подняться до 180 ртутного столба миллиметров, да, и частота сердечного сокращения может до 120, да, то есть если у вас есть какая-то сердечная патология, да, патология дыхательных путей, сахарный диабет, то вы можете получить такой вот побочный эффект, вплоть до остановки сердца. Серьезные Да, повреждения это могут очень серьезные повреждения, поэтому у нас уже есть определенная статистика, да, после вот крещения, когда люди ходят, особенно в нетрезвом состоянии, это может привести в очень печальным, да, этот светлый праздник может так омрачиться, да. И хочу сказать телезрителям, что категорически запретить купание маленьких детей, да, потому что у них теплообмен, как правило, он еще не сформирован, они не могут регулировать теплообменные процессы. Это может привести к очень тяжелым заболеваниям, как пневмония, менингит и так далее, и обморожение. Ну, вот вы сказали, что много людей с хроническими заболеваниями. Отсюда такой вопрос, да, то есть центры лечебной физкультуры у нас в Якутии, много ли их, где они находятся? Хватает ли их? Так, с населением до 1 миллиона человек вообще по федеральному закону должен быть только один республиканский центр лечебной физкультуры или один врачебный диспансер. У нас в республике имеется государственное бюджетное учреждение, это Республиканский центр лечебной физкультуры и спортивной медицины, да, где я являюсь главным врачом. Да. И хочу сказать, что в 1949 году был организован первый кабинет, который отслеживал за здоровьем, за лицами, которые занимаются физической культурой и спортом. В этом году нам исполняется 70 лет, и это очень такая солидная дата. И у нас имеется 4 отделения. Это отделение спортивной медицины, отделение медицинской реабилитации, которое там амбулаторный поликлинический прием ведет, дневной стационар, плюс отделение для лиц с ограниченными возможностями, да, при Центре адаптивной физкультуры, и Абалакское отделение медицинской реабилитации. И я так понимаю, любой желающий может Да. обратиться за услугами и вот лечебными. В этом году у нас прошли углубленный медицинский осмотр порядка 5400 человек. Из них это 4200 это дети, да? В основном это учащиеся детской и юношеской спортивной школы. Кина Николаевна, спасибо, что пришли в нашу студию. Поздравляю, во-первых, с юбилеем, 70 лет к кабинету, центру лечебной физкультуры. Желаю вам успехов в вашей работе. Телезрителям напоминаю, что нужно следить за своим здоровьем, особенно в такое время года, особенно если вы занимаетесь спортом. Главное, чтобы этот спорт не оказался во вред. Также напоминаю, что это было актуальное интервью. Оставайтесь с нами.